В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 4 июля. Образование в фокусе. Аттестат تعديل делать полный анализ обучения леса, предварительный анализ по на уровне прошлого года. Результат чего? Рамзан Кадыров заслушал достижения и планы в сфере образования. Пульс республики. Сегодня мы проводим совещание социально-экономического развития Чеченской Республики. Наша республика динамично развивается. Глава провел совещание с представителями власти. Какие вопросы на повестке? Шаг к мечте. Подать заявление можно через единый портал государственных услуг или с помощью информационной системы ЧГПУ. ЧГПУ распахнул двери для новых студентов. Какие есть способы подачи документов? Необходим системный подход к изучению чеченского языка, поскольку родная речь – основа культурной и духовной идентичности народа. Об этом заявил Рамзан Кадыров на встрече с министром образования и науки Хошбауди Дааевым. Чиновник рассказал о результатах работы ведомства. Среди достижений отмечена положительная динамика участия школьников в олимпиадах, а также строительство 14 новых школ и детских садов. Репортаж Лейлы Муртазовой. Будущее образовательной системы в центре внимания. Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с министром образования и науки региона, на котором обсудили ключевые вопросы данной сферы. Хошбауди Дааев отчитался главе республики по результатам единого государственного экзамена. В субъекте воздавали 8629 человек. С каждым годом это число только растет, а вместе с этим увеличивается и количество пунктов. На этот раз их стало 42. Большинство выпускников уже получили аттестаты. На нового уровня еще у нас на некоторых местах направлениях получается, в некоторых местах есть еще проблемные вопросы, но в общем целом там небо этим для разницу. И в последнее время обмен Богу, это твоя личная заслуга, команда твоей зоны. Сонбальта аналят и в республике, на мужущую, мой Бог, на мужущую, как это должно. Предварительный результат учила, аттестат делать полный анализ обучения леса, предварительный анализ по на уровне прошлого года. Результат чего? Для нас устраивает. Были озвучены и результаты о работе по улучшению управления в системе образования. В субъект внедрены новые подходы по отбору специалистов на ключевые должности. Во многом реализовать поставленные цели министерством помогает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ведомство также активно решает и возникшие проблемы, такие как дефицит учителей на фоне ежегодного открытия школ. Это требует постоянного привлечения кадров, и вопрос повышения заработной платы также остается актуальным. Целевой набор в республике педуниверситет бу именно сатюшал меткшка биш пол хихар хошин совместно болхал. Такой региональный общественный фонд билгал хошер до дакайкина предмет химия, физика, биология и математика. Это направление школа и педуниверситет. Через договор дина шадеш вельча это школы и предмет бог бахал вогру элла бог подвижтол жберана цикдоштол стипендия фонд орбатах. И дешвала цель на все учебные места хорана по 10 тысяч рублей. Министром было отмечено, что уважение и статус учителей остаются непоколебимыми. Взаимодействие родителей, учащихся и педагогов налажено. Школьники активно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах и получают наивысшие оценки. Региональные власти с большим почтением относятся к труду учителей. Для них оказывается посильная поддержка и внимание. Учитель ёшел со стороны родителей, уважение, почет, يوم يتقرن زعما 90% ونسي لون تنق تقيج في بوت وجزابر شيء مقردوتي يبوه داوان يسلو شحبوه شبو رمزان ما تصدي خردرت خدمه قردلا
В 2019 году указ 152 номер указ установить размер гранты главы Чеченской Республики лучшим учителям по итогам учебного года. Сега указ белгалдах на шар 10 миллион ахшду, сажим халдах ишхилче учительшина 1 миллион дакна по 50 тысяч луштолу цена доксогота. 1 миллион haldaştırdı. 1 миллион халдах шишоз со халдоли за дакат хондокна остахедасна. Haldaştırdı. Дерезел. Из-за роста населения будут возводиться новые учебные заведения. В текущем году начали строительство 7 школ и 7 детских садов. Действующие учебные заведения будут также обновляться и расширяться, в том числе и техническое оснащение. Рамзан Кадыров дал высокую оценку проделанной работе министерством и призвал в дальнейшем не сбавлять темпы, уделяя внимание каждой детали по улучшению качества образования. Школа задуешь, царь информации, да, скрытный яд, он дик халгу шел, савик диеш лешол, савик диеш лешол, да, снан шибер, он на хералду, хит он на чен диеш ля мортуч, so мортон диеш, он тиешол, инсан, да, нолтелиш, ажааш, да, снан вдолтелиш, да, он это учительница, да, хамадару да, Как известно, глава региона уделяет большое значение популяризации чеченского языка. В этом направлении уже проведена огромная работа. Рамзан Кадыров настоятельно призвал воспитывать в детях любовь к родному языку с раннего возраста. Это не только основа для сохранения культурной самобытности, но и важно для формирования будущего поколения, которые должны знать свои корни и ценности. Stjärv söjkänning eller stjärten accentier sagt vad det kan då det skulle säga Mohammed så då låser amder نحشم بعد زاوج سبيحة سين ما تخوش ده أنا شامله هورداس أقصى ده روسكي إنجليزي شيء ده ما تعمل ده بيرن ده نحشم وحبيب سند ده كبير صح أجر هذا صنع شيء وصل بير نحشم وتديسها صوتان يعدو جات نين وات بيسبلش نحشم مت ده بيتلون ده كندوه هون ده كندوه نحشم واتوين عمو نحشم واتوين خايتا هم دكان دوي كوي بوابين استعدوا كودون ميرا بريادشنا ديشيشن استعدوا دوكوزن بايد بلا الوقتيش دوي يلادون سنحض نحشم واتبيتها شوين واتعواز نحشم واتحضر بيش بلا استعدنا معني يدكتون ودون образование строительство новой школы отремонтировать ее استعوي وين дoluштих это дирду Давайте школа yoch hayat bu haviyetçen военный штаб что забил боч больничка поликлиник штаб диет да до там yok возможности да молодые школы я доктор что был бабиз был мелбо собет вот собет на молодые сил ده صباحا بحب صوب على الحمد لله ده استمر ده مصبي دي وكده سلبي ودكتور نعم ويدان تعالش حظلش شغلش وعلى فضل كرة كده بليس كل جوين زعما أجريان أنا بسيستنا فندو هالمرجع دي شرادين دوش تاكش دكوا студентшина диахаси хазин бешна бول бешна шиши ход дорше и бохта беш бохта образование до мелкости шогой ойдайш ам еще боиш идос латин богат образование мелкости шогой там алхамдулилlah бад дизас ойдастан Алхамдулилlah, да, Впереди еще больше задач, и каждая из них направлена на создание качественного, доступного и современного образования для подрастающего поколения, чтобы они смогли внести свой вклад в развитие родной земли. На такой позитивной ноте Рамзан Кадыров завершил встречу. Лейла Муртазова, Адам Юнусов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров обсудил с начальником госавтоинспекции Идрисом Чирхеговым ситуацию на дорогах. Рабочая встреча началась с поздравления инспекторов с 89-й годовщиной со дня основания госавтоинспекции.
Глава отметил значительное повышение статуса сотрудников ведомства и улучшение отношения участников дорожного движения к ним. Также Рамзан Кадыров подчеркнул, что заметно сократилось число ДТП, на дорогах установился порядок, а кадровый состав подобран эффективно. Политик особо отметил, что сотрудники не просто контролируют ситуацию, но и активно обеспечивают безопасность. В завершение глава выразил благодарность Идрису Чирхегову и всему личному составу за высокий профессионализм и ответственный труд. Sono zimbergheden, sgehli, kaas عووس جديد شو دشقين تجلى سلا على لا ده عبيد جيبس ده زوجة. ده صار عند أحمد. Аж бешко работал, гушку отношения сотрудникам ритейла, они адом порядок, ну, халабейшн, работник, угибали почеченцы республики, дарветна. Излично зон хазус луги хасан адин абу сабияш вал бушбу сондер зон сон он док паркалде де сала личный состав дик подобрать наю дик не лабияш осу ава направление да под до медицины зон амадин шен не бывает случаи зон первая помощь оказать зон и оказать кешку сондер сон и вот паркалде ол шушады де алла да де алла ده صار عند أحمد. Личные участия цари, так вымехлен, эмани сильные участия цари, дон твой бог балур бош да цари, эштон том поддержка бахандош и фонду транспорт хоть оснащать лишь да цари бог балур бош по цартан лишь дина, вой полный 100%, 110% даже, дон транспортной обеспеченностью, технологический, вой дон هينسا أعمال الأحب بديش كتاني ودام ولا هو شركان سيقول دايور شنو وزداني يجي بدل تاجب بولكنا وريسبوبليكا دولة جينا снижение его ДТП смертности раненые особенности детский травматизм вообще лохарю то есть и шарах تعال زدالة شيء زدابيل زدوه إنه براسي سستايتي شوي لغر خلق بإسكافو دائما بيرو مستعدو بس نجينا ورينستي إيش عدك يه حتى يقول دويري خلال بعندوش حتى يقتيش خلال بعندوش إها وين مهكنا أي ماني سيمز غدر بعندوش خلو ده سخلشون فدا دقود عدل نوخش قامنا بوصلنا تكون مسنا ده العاشر. يظل فندق وضر ليش نستعد في متى تعالج. Сахидин задикар спорт ли сама дородас. Сюга шарик поздравит меня. Да, мне до шло шаш бечалчи да мне алатиш. Не беш, но не мерш на андаса. Что хинц вайн ма алали чва да хад беш не спош не сагужен дошен халду ха. Да из агочек да мала. Спокойно да das war систи полосне да не спош. شون اعتادوش حدود لا مقلا نام درس خلينا نوتي شوي تخسقي وش وش ده تنخش عديك يدون نوتي شوي قيرت فوق قيرت صحولش دوك درس لون. Рамзан Кадыров на совещании с членами правительства обсудил социально-экономическую ситуацию. Магомед Даудов доложил, что республика занимает 3-е место по темпам роста физического объема валового продукта. А в настоящее время реализуется 70 региональных проектов, а объем нового строительства превышает 8 миллионов квадратных метров. Репортаж Медины Мударовой. Открывая рабочую встречу с кабинетом министром и руководством муниципальных районов, глава региона подвел итоги полугодия по всем сферам жизни. Экономика, инвестиции, реализация национальных проектов. Сегодня мы проводим совещание социально-экономического развития Чеченской Республики. Наша республика динамично развивается. Это не секрет, это все отмечают, обозначивают. Первый вопрос. Магомед Ходжахмадович, мой полугод, домой, проблемный вопрос. С докладом выступил председатель правительства Магомед Даудов. Он отметил, что Чеченская республика демонстрирует устойчивый рост всех основных экономических показателей. Темп развития строительного сектора увеличился почти на 9%. При этом уровень безработицы в регионе сохраняется на стабильно низком уровне. В республике также реализуются 70 региональных проектов, из них 41 входят в состав 13 нацпроектов. Чеченская республика по росту физического объема валового регионального продукта на 3-м месте среди субъектов
субъектов Российской Федерации. Объем промышленного производства увеличился на 21,5% и составил 35 миллиардов 809 миллионов рублей. Объем строительства увеличился на 9% и составил 32 миллиарда 932 миллиона рублей. Оборот розничной торговли 131 миллиард 386 миллионов рублей с ростом 106,2%. Уровень безработицы 4%. За первый квартал 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 21 миллиард 671 миллион рублей с ростом 102,8%. В текущем году на стадии реализации находится 483 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций почти 150 миллиардов рублей. В 2025 году на территории Чеченской Республики реализуется 70 региональных проектов, в том числе 41 проект, входящий в состав 13 национальных проектов. Председатель правительства очень существенно, может показать, что выросли, даст темп, задательный, мощный темп. Сегодняшний день более 8 миллионов квадратов жилья строят еще. Помимо этого дороги, обходные, за невероятные объемы вентиляции. Да, я бяхам был, еще 50 лет, что только вы могли на это согласиться больше. Постоянно на связи, на пульсе держать, что лучше. Да, вы держали центр больше, я помню, что вы выполняете еще. Целый проблемный вопрос. Наоборот, мы занимаем лидирующие места по всем показателям. Одной из главных тем по-прежнему остается район имени Владимира Путина. Масштабный проект, который реализуется в центральной части Грозного под личным контролем руководителя субъекта. О ходе строительства доложил градоначальник Хасмагомед Кадыров. Он подчеркнул, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком. Задачи выполняются по различным направлениям, включая строительство инфраструктуры, благоустройство территорий и реализацию социальных проектов. Одни бригады заливают фундамент, другие монтируют опоры, третьи прокладывают кабель и трубы под землю. Также идет уплотнение почвы для будущей дороги. Новый район, новый докубал был лишь, был хасмамец, беж под структуру сидом, штаб. И плюс помимо этого, там есть субботник, что как возможно до суда на каком стадии выполняются ли все поставленные задачи. Во всех 30 домах, расположенных вдоль первой линии нового проспекта Путина, уже на стадии завершения работы по устройству фасадов завершено на 70%. И работы по прокладке внутренних инженерных сетей водоснабжения, водоотведения на 80% завершено. Электропроводка на 85% завершено. Вентиляция 75% завершено. Общий процент выполнения работ по всем объектам района 45-50%. Уважаемый Рамзан Ахматович, в соответствии с вашим поручением начато строительство 5 социальных объектов. Школа на 1224 мест планируется завершение строительства в текущем году. Школа на 400 мест планируется завершение строительства в 2026 году. Детский сад на 300 мест планируется завершение строительства в текущем году. Еще один детский сад на 280 мест планируется завершение в 2026 году. Спортивный зал планируется завершение строительства до конца текущего года. Айыл поручение темасу домашка субботник шешпу сектор разбитую, така массери сектор шкаха домашка детские площадки шта качелиш гөкш резины покрытый шеша фасад шта еш подъезд шта еш така чурюх турбнаш иш полный капитальный ремонт улицунах масштабно халатцы шайг дворовой территории охватина цут ядабюч бөлшпу гордина хаэцнах дел ресул албош шебер ардел шлозметик цен освежителен хлорн. Рамзан Кадыров подчеркнул, что несмотря на негативные высказывания и слухи, которые распространяют недоброжелатели, Чеченская Республика динамично развивается. Он отметил, что руководство не намерено отвлекаться на провокации и полностью сосредоточено на достижении поставленных целей. Объем йокю, ситуация вокруг России арду, выедаем аппетит даешь, даже некоторые оживились, нас похоронят, нас везут в больницы, меняют органы, и все-таки мы живем и строим республику, служим для народа во имя Всевышнего. На хабар следующий избас, один мелду лирвочек, авац, но лирвочек, келли, авай прямо десом, роды, лавалаватер. Отсюда мук швот шел, так леш шел, гриб речь
شغل كورت شغل استعداد شو مش يروح وجعني كل مش هذا جابوس ويديني دو ويدون من خو ميت قروات بيا ويجي دو سنة دي بوصل ديشتاز وين إيديولوجي وين بيرو بريزيدنت وعبا كان يعطي 30 سكوند دياس يدولا داس لا وين بريم نجات ديش даже خير ديش شو لا صوت объем штелью белос бьешь бывает. С докладом о состоянии дорожной инфраструктуры выступил первый заместитель председателя правительства республики, министр автомобильных дорог Садум Хаджиев. Он сообщил, что все работы по ремонту и обновлению магистрали идут с опережением графика. В 2025 году в рамках госпрограммы запланировано строительство 51 дорожного объекта. города Грозный тоже более центра всех сетей слухов вам сами хорошо внимание есть уже шаги по графику да вечером да ахматович а так по всей республике ввел 43 объекта целикса на опережении дел что мы Ахматович а также по федеральным дорогам каких-то этим национальным ответителям когда дату это рабочий шестой Грозный 8,2 километра даже на опережении если было спеш ходов что Ахматович Италия думаю штатом Министр промышленности и торговли Чеченской Республики Темирлан Хучиев представил доклад о социально-экономическом развитии Ачхой-Мартана. Работа распределена на несколько этапов. Туда входит благоустройство улиц, расширение магистрали, обновление асфальтобетонного покрытия, установка пешеходных зон, светофоров, дорожных знаков, созданы инвестиционные площадки. Промышленность в регионе также активно восстанавливается. Министр промышленности в соответствии с вашим поручением создан оперативный штаб по обеспечению социально-экономического развития села Ачхой-Мартан, его преобразованием в город Ачхой-Мартан. В рамках ваших поручений совместно с профильными министерствами и ведомством проработан план по реализации в общей сложности 52 мероприятия с ориентировочной потребностью финансовых средств более 31 миллиарда. Первый этап реализованы за истекший период 25 мероприятий на общую сумму 12,8 миллиардов. Благоустройство пешеходной зоны. Завершена работа по расширению въездной дороги города до 4 полос протяженностью 4 километра. Завершено обновление асфальтового покрытия устройством пешеходной зоны, светофоров, дорожных знаков, улицы Мамакаева протяженностью 1100 метров. Завершено строительство берегоукрепления реки Фортанга города Ачхой-Мартан протяженностью 1450 погонных метров. Завершена работа по переносу въездных линий газоснабжения. Разработана концепция комплексного развития городского поселения с учетом перспективного развития проблемных направлений города Ачхой-Мартан. В целях социально-экономического развития города Ачхой-Мартан определены инвестиционные площадки для привлечения инвесторов. За период с 18 по 24 год на территории города Ачхой-Мартан реализовано 64 инвестиционных объекта с объемом инвестиций 2,7 миллиарда. Рамзан Ахматович, промышленность, более 600 промышленных предприятий в республике, более 12 тысяч прирост отгруженной продукции в 24-м, к аналогичному периоду 23 года, 13,4 прирост 75 миллиардов евро, автомобилестроение, и шаик, личный контроль, промышленность направляет свои взаимодействия такие, давай встречу больше, мелада максимально театр, что выйдет, что он киет, чтобы аркиет بجيت ديش عاش وندير عاش عدلات بس يعني ديش أنا محمد سعد كيف دات ولا في حاجة دا كيف كشتايش ما تموش عني والله ده نظران كيف حاجة يشتو حاجة كيف يا بابا. Министр строительства, ЖКХ и энергетики Муслим Зайпулаев доложил о текущем состоянии и развитии жилищного фонда в регионе. В республике строится свыше 8 миллионов квадратных метров жилья. Ежегодно вводится более 2,5 миллионов. Это один из лучших показателей в стране. Жилищное строительство Амалар в общей сложности на сегодняшний день более 8 миллионов квадратных метров. Ежегодно с положительной динамикой регион вводит более 2,5 миллионов квадратных метров. На сегодняшний день это рекордные показатели по всей России. На втором месте после Ленинградской области по
воду на одного человека из вообще практически Северо-Кавказский регион. Близко Ясом практически 50% от всего объема, который вводит Северо-Кавказский весь регион. В ходе встречи руководитель субъекта отметил хорошую работу мэра Грозного Хасмагомеда Кадырова и мэра городского округа Аргун Ильяса Масаева. Каждый добросовестно и в срок выполняет любое поручение. Благодаря таким людям регион процветает, отметил Рамзан Кадыров. Хасмагомед Ильяс лучший республика городов. И он шуй угодил население, что все гюдаст, кезге гюдаст. Говорит, сам был мог бы за программ кетчин, за лекции еще алстон, за баба бизайл главное спальное образование. Сейчас будет двигаться, сейчас будет иметь. А я да, сейчас шудер. Семейное положение есть, почему не получается, почему у тебя не получается. Сделал въезд, да и результат. Что он без футбола бабу, он есть шорный уштоин, рядом халавад для современной России дальше стишь больше, от объем работы еще положение даст. Ой, ему босс, ой, дельдат свой день до, да, велик оживительно, короче, любишь гоз головой, велик день, система поставлена халчит, а хордин совершенно ведет вещь мазали, а декер kan läser där kan telefon till det kan då systemet var dolcha. Det har en där det hörde när man så känner sig väldigt avsvettig. Han så det svenska sats och har jobbat för där maximum det och sagt till att hålla med var Любой вопрос в докладе. Да, смотри, ой, совершенно того, что я так подвал, что ли, или вивела, или не дождетесь, что он дал такой хандел, да. Бушал один ночи оман каи адул дует, чтобы не проходили ни войны и все экономические трудности, да, и политические, да, вайтана, самые так эврии, юхвайтан, дальше новое строительство, новая жизнь, люди смотрят совсем по-другому на жизнь, сказать, вайт самон дала, касаеда, Магомед Даудов также представил доклад о состоянии дел в зоне проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что чеченские военнослужащие демонстрируют безупречные результаты, проявляя профессионализм при выполнении поставленных задач. Они полностью обеспечены всем необходимым современным вооружением, экипировкой, продовольствием и медикаментами. Чеченская республика продолжает успешно участвовать в проведении специальной военной операции. На сегодняшний день из Чеченской республики в зону проведения СВО направлено 60 344 бойца, в том числе 22 064 добровольца. В настоящее время на самых важных направлениях СВО успешно выполняют боевые задачи более 13 тысяч наших бойцов из Минобороны, Росгвардии, спецназа Ахмад и сводного отряда МВД по Чеченской республике. За мужество и профессионализм 9241 наших воинов удостоены высоких государственных наград. И еженедельно из аэропорта Грозного отправляется борт с добровольцами для участия в спецоперации. Уважаемый Рамзан Ахматович, хочу особо отметить, что региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова Далгазу Тхолбу-Дольцина вносит неоценимый и беспрецедентный вклад в поддержку наших бойцов. На нужды спецоперации закуплено и направлено 2515 единиц спецавтотранспорта, в том числе 290 бронированных машин, 12 650 квадрокоптеров, 32 781 единица средств связи, 112 857 комплектов полной военной экипировки, приборы ночного видения, рэбы, тепловизоры, антидроны и многое другое военное имущество, необходимое для решения боевых задач. Задача
победить. Поэтому мы идем, нет сомнений, абсолютно соготов. Там, где было всю нашу жизнь мы посвятили на священном служении Всевышнего Даста. Велли Гелсман Уру, Дин Эйна Харугошна. Хадякан Дуэйтан, Цаши Куяц, Пакелна Гелсман Уругош. Видин Висна Парат Вехар Виху. Вайн Угештор, что нам швайн даст мирдалам, Дюч Чуах, Пейси Яхдалам, Вай Республика Хадиш Яца, Дейлдал, Дуэйт Дамал, Вай Халаки, Юдан, Дайо, Дайо, Allah maçta elçün tedür 5 bol imaha rezilona ştabna don da mebüç Хазнохчи Роман Халан Яхкам был, что он демшпеш Буделаха во исполнение поручения президента Российской Федерации в рамках проведения Года защитника Отечества в Российской Федерации Чеченской Республики созданы Чеченская региональная общественная организация Ассоциация ветеранов СВО для защиты прав, интересов участников СВО и их вовлечения в общественную жизнь республики и патриотическое воспитание граждан. Дайрезгала фонды ахшуиделиттина ошболба бульбела семьиш берш отдельно ахтой бойч болбар администрации по детям погибшим. Но горше что активно включиться на обращение шорт болбу беш. Помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев подробно озвучил текущие вопросы и успехи в работе ведомства. Миллион 600 тысяч, это более 1 миллиона интернет-пользователей. Почти регион Анбена, КГБ, в среднем это каждый интернет-пользователь, вот 10 сутки интернет. Более 1 миллиона человек 10 сутки интернет. Что такое синдром Элдич? Даже говорят, что человек шел и активно реагировать на оба регистра, башкириш, это реализация шашел гуманитарных внимания, я считаю, что она способна. Вот это было чего что когда мы говорили журналистика, цайзер вверх тому, полностью южшер до разные фамилии, до тайпан, до того помню, как представитель, что-то захарцы, необходимость, не было ключ. Волга что залиевин, не общественное мнение, она манипулировать. То есть сейчас полностью это бина СТА, когда я слушал, она свеж открытый диалог, что прямой эфир, что окшер 20 прямых эфиров, и почти 2000 обращений. Каждый руководитель глава района, министр, комитет, шаговый прямой эфир, всего 236 прямой эфир, и почти 20 тысяч вопросов, обращений, что так, знаю, а я это не обращение, прямо в студии, что телефон, то видео, просто текст, прямой, каждый руководитель отвечает, я шел, там, слушаю вопрос, снимать, кто ваш интернет-фонах, либо это, кстати, твой на матч. Если реализовали, мы что внимание, национальный проект, что реализовать, я что, мама, да, что освещать, я что, первый, я думаю, да, я могу ушать. Там, да, охватили задачи правительства на общую, так, я массу глав на общую, владеона, мюльху независимость, а так со стороны ХВН. Я любой министерство давал, я любой администрации давал. Там, да, что республика, yok ma его коло андуа Россия делана, по численности делана, yok хозяйство, yok тем более делана, задатки не тем сани делана, и каждый день ахтекиечу, справиться деш, дал ахтедин дол дикаш коуч деш, тхайнук абиан, гоуши дагах долш, там хаука, каждый батарм замаш, мус мин экономия مثلا حايوش ديان دانش تاك وكاتم بوتش بريتنش اكيد مش حيولي استعراض وزاداني لو مسو مينستر شنو بيدم شنو استعدونا دار من قاويوش دو رمزان مش اعتدين دول دي قدا تخون على يحكيج تاخيت يحخر يلقي بالاودا من يتشقد وقردو تاقدون سنه حنا على وقريع مخدا وهنا ديون حي أو من ديك بوخرج دون دائما يخلع مقوتين يلصل إذا مرا وديدو عمل خواغر بوشنته وان هون نختيج ممكن تعرض آخر هون هلا أرجع الحمد لله رمضان واش ديك دوق ديون تان قي ديك خلال تان قي خس خلال تان قي ديون شوش على تان قي نيش بال تان قي لقز داني شيء لا تان يتان لوش ديك دوق ديون استعداد ملا عالق ديش قوي دوق ديون أحمد الله أكبر
В завершении встречи Рамзан Кадыров поручил всем усилить работу в каждом направлении и обеспечить качественное выполнение всех задач в установленные сроки. Медина Мударова, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В этом году день Ашура выпадает на 5 июля, что соответствует 10 числу Мухаррама 1447 года по хиджре. Этот день имеет особое значение благодаря ряду важных событий. Завершение сотворения Аллахом небес и земель, сотворение первого человека Адама, мир ему, хранимой скрижали и пера, вознесение Исы, мир ему, на небеса. В этот благословенный период желательно соблюдать пост. О ценности этого дня рассказал муфти Салах Хаджи Межиев. محرم الحرام بوت إذا دال حرام بنش بيقبط تعصبوت بويس دال يزن خيور وزغل ورش دال ويعالش درندوحا وين جيش درندوحا ويخيخي تنبرندوحا هجلير حدولش دولشو حرام بنش بيقبط تتسحن بطتسان دعد والدوليت دال إز محرم الحرام بو حرم بين بطات حال بطتسان شو شقد علتال إذا ذو الحجة بوتبو وغرب دش بوتبويز حجل دش بوتبويز هجري راح دولش دولم شرنش إذا حجل دش بطتسي غرب شين شو عدوش بولش بطتسانا ذو الحجة بطتسان شو شقد علتال محرم الحرام بطتسان شو دول دوليتال معن هدر تعصون ألش وتشيني يستيح ديل حاخورتان ديل ويزرتان ديل توب درتان ديك بلخش ألسن باغرتان أها عمل يرتان وتشيني استيع أحقا يجج وتيوقع دولش دولق إنوش نحون جيشتر ندوحا شرح هون بيكت خليتر ندوحا أستيبان ديل أقا دوق حكمة دو إبتنش إش دعنيستر تون ليرا وشيان شو عدولوش والأرخان يزخيو محرم الحرام بوت إذا شيء جو باقي بلش بيجن خيور محرم الحرام بتشو عاشوراء ددو عاشوراء بوخش دريك إذا أت محرم الحرام بتا إطلع دول دبو ما عندسون أخي بيلقل دالر هدر إلش نو عليه الصلاة والسلام إذا مكر مدينة العوانة خيناعة تنا سيقع بولش بولو موسى بايمر دين عبوشش بوخش بولش ناخا تو دين عمار خوبش كاري نتسون أشمار هون خوب الختير بار إلشنا عليه الصلاة والسلام إشتا عاشوراء ديناح دالا موسى بايمر ديل سلام خيلسونا فرعون بالي حلق ويقن ددو شيقومة سان إلا تجرب ديلش أتمتع إلشنا إلير عليه الصلاة والسلام ويبقعدو موسى يتسال. Сегодня из Грозного в зону СВО отправилась очередная группа добровольцев. Они присоединятся к спецназу «Ахмат». За их плечами спецподготовка в Российском университете спецназа. Там бойцы изучали тактическую и огневую подготовку, учились оказанию первой помощи и ориентированию на местности. А региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова традиционно обеспечил каждого всем необходимым для успешного выполнения задач. Репортаж Магомеда Азиева. В аэропорту Грозного состоялась отправка группы добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Проводить защитников Отечества прибыли руководители силовых ведомств региона во главе с председателем правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым. Вы сами знаете, насколько важна боевое братство, поддержка братское плечо, тем более на войне. Не мне вам рассказывать, исходя из того, что вы выбрали путь защитника страны, отечества, семьи, ценностей наших, общечеловеческих, религию. Не мне рассказывать вам, почему мы здесь собрались. Мы все это прекрасно знаем и осознаем. И народ российский сегодня в вашем лице видит защитников, своих защитников. Бойцы, мы боремся за правду, мы боремся за то, что нам наши предки передавали. Это прежде всего человечность, вера в Бога, семейные ценности. И осознавая это все, зная, что война, к сожалению, не бывает без потерь, к сожалению, вы выбрали самый достойный путь для мужчины, для отца, для сына. Это защита, как я уже сказал, своей родины, своей страны. Я вам желаю удачи,
Желаю, чтобы вы все вернулись живыми и здоровыми к своим семьям, к своим родителям. Низкий поклон вашим родителям, которые вырастили достойных сыновей защитников Отечества. Доблестные бойцы, не щадившие свое тело и разум, закаленные в тренировках, уверенно идут за победой. Каждый шаг на их пути будет труднее прежнего, но несмотря на опасность, они решительны в своем намерении. Все, что нужно, нам предоставили. Экипировка, форма, подготовка, все на высшем уровне у нас. Ребята все заряженные, настроенные. Победа будет за нами, иншаллах. Наравне с новобранцами среди добровольцев также те, которые уже в третий раз отправляются на зону проведения специальной военной операции, дабы противостоять фашистам и принести мир. Третий раз иду на СВО, я являюсь уже как-то ветераном СВО в данный момент, я являюсь. Но все равно тянет туда, потому что где я бы не был, где не находился, я говорю, что я выпускник Российского университета спецназа. Отправка добровольцев стала значимым событием для республики, подчеркивающим сплоченность и готовность народов встать на защиту своих ценностей. Хотим пожелать удачи всем, кто отправляется в пункт назначения, готовым исполнить свой долг и внести свой вклад в такое важное дело. Магомед Азиев, Сайдамин Мусаев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. 5 факультетов, 4 институтов и 112 программ обучения. В Чеченском педагогическом университете проходит приемная кампания. Подать документы как никогда просто, лично или онлайн, например, через госуслуги. На этом же портале можно в реальном времени отслеживать свои позиции в рейтинговых списках. Абитуриенты имеют право подать заявление сразу в 5 вузов и выбрать столько же направлений подготовки. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Летом начинается горячая пора абитуриентов во всех вузах, и в Чеченском государственном педагогическом университете дан старт приемной кампании 2025 года. С 20 июня здесь кипит работа. Будущие студенты подают документы, выбирают направление и делают важный шаг навстречу профессии. Также подать заявление можно через единый портал государственных услуг или с помощью информационной системы ЧГПУ. Расскажите, пожалуйста, как это сделать? Для того, чтобы подать документы через госуслуги, необходимо войти на сайт госуслуги.ру, далее выбрать образование и дети, выбрать поступление в вуз. Вот тут есть кнопка «Подать заявление». Нажать на нее, продолжить, нужно нажать. Если у вас есть заявление, система запросит заявление. Если у вас их нет, нужно нажать «Нет, заявление отсутствует». Далее выбрать, каким образованием вы поступаете. На базе школы, на базе колледжа, техникума или же на базе высшего образования. На выбор абитуриентам 52 направления бакалавриата. От традиционной педагогики и филологии до современной психологии, цифровых технологий и логопедии. Для тех, кто планирует продолжить обучение после вуза, 36 магистерских программ, а также и колледж. Каждый поступающий может подать заявление на 5 разных образовательных профилей подготовки. Это позволяет рассмотреть несколько вариантов будущей карьеры, оценить интересы и способности. Правила приема не претерпели в этом году, но должна сказать, что возможности для участников СВО и их детей гораздо больше стали в этом году. Если раньше было 10% по отдельной квоте, то сейчас уже нет таких ограничений, и они могут выбрать какие-то любые направления для себя. По бакалавриату у нас планируется более 1000 мест на прием, более 54 места, в частности, на магистратуру и 55 мест у нас в колледж. Но это бюджетные места. Раяна Эльсиева с ясным пониманием, зачем она здесь. Девушка подает документы на логопедию. Ее решение продиктовано личной и глубоко трогающей историей. От вуза она ожидает приобретения ценных знаний и интересную студенческую жизнь. У меня брак с задержкой психического развития, и смотря на него, я хотела поступить именно на логопеда, чтобы в дальнейшем ему помогать таким же детям, как и он. Это как мотивация для меня стала именно логопедия. Я выбрала ЧГПУ, потому что я наслышана об их мероприятиях, о творчестве этого вуза, наслышана о стипендиях этого вуза, качество образования этого вуза на высшем уровне. Именно в этом вузе помогают очень хорошо, знаниям добываться помогают. Кампания продлится до конца сентября
октября текущего года. У каждого есть возможность все обдумать и сделать свой выбор. Университет предлагает не только современные программы, но и полную поддержку на всех этапах, от подачи заявки до первого учебного дня. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. Огневая подготовка, снайперское мастерство, тактика боя – все это проходит участники летней военно-патриотической смены «Время юных героев» в Российском университете спецназа. Подростки со всей страны уже окунулись в программу, осваивая навыки и готовясь к подвигам. Какие испытания еще предстоят юным героям, Рабиат Гайтиева. Они работают, сейчас все работает. Просто можно сделать, что вот кнопкой «Off», чтобы выключить. На базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина проходит вторая военно-спортивная смена «Время юных героев». Учебная программа собрала более сотни школьников от 14 до 17 лет не только из Чеченской Республики, но и из других регионов России. Были занятия по тактической медицине. Им предстоит еще пройти занятия по огневой подготовки, это устройство оружия, меры безопасности при обращении с оружием, устройство оружия и стрельба из оружия под руководством инструктора. Первого дня участники погружаются в интенсивную учебную программу. РУС дает возможность подросткам пройти интенсивный курс подготовки по разным военно-прикладным дисциплинам. Учебный процесс выстроен с максимальным приближением к реальным условиям. Инструкторы – люди с настоящим опытом, а тренировочные площадки позволяют моделировать самые разные сценарии. От зачистки зданий до ведения в бой в условиях плотной застройки и ограниченной видимости. Обучение проходит ежедневно. С 9 до 12 теория, 14 до 17 практика. Сегодня у ребят занятия по инженерному делу. Первые части дня они изучали механизм взрывчатых устройств, методы их обнаружения и нейтрализации, а после перешли к активной практике с необходимым оснащением. Именно сейчас на данном поле проходит практическое обучение поиска и разминирования взрывчатых устройств. Для многих это первый опыт, который вызывает живой интерес и оставляет сильные впечатления. Один из них – Заур. Он с энтузиазмом пробует себя в новых и незнакомых задачах. Но есть и те, кто уже бывал здесь ранее. Тимур участвует в учебной программе уже во второй раз. Признается, что именно здесь он научился быть дисциплинированным и уверенным в своих силах. Сейчас мы буквально только что провели разминирование небольшого поля. Прошлись с специальной техникой, так сказать. Нашли все мины, задачу выполнили. Сами занятия очень интересные. Мы тут и учимся тактике, как правильно зайти в здание и уничтожить врага, грубо говоря. Военно-спортивный лагерь не только обучает навыкам, но и формирует в подростках чувство ответственности, коллективизма и патриотизма. За эти 4 дня мне больше всего запомнилась медицина, потому что там не было такое, то, что не было никогда в моей жизни, как минимум, это учебная граната с краской. Знания, полученные в программе «Время юных героев», помогут ребятам в будущем как в службе, так и в обычной жизни. Ведь настоящая сила начинается с дисциплины, с взаимовыручки и желания быть полезным своему отечеству. Рабиат Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Руслан Магоматов. Вести, Чеченская Республика. На больших экранах новый фильм «На деревню к дедушке». Это трогательная комедия о взаимоотношениях 10-летнего гения нейросети Владика и его дедушки, которого мальчик никогда прежде не видел. Сюжет разворачивается в деревне, куда он приезжает на время командировки матери. Непростые, но такие близкие каждому поколению отношения внука и деда – главная тема картины Владислава Богуша. Это история о семейных ценностях, прощении и взаимопонимании. Фильм только недавно вышел в прокат, но уже вызвал шквал восторженных откликов чеченских зрителей. Я только что вышла из кинотеатра после просмотра фильма «На деревню к дедушке». Фильм мне очень понравился. То, как они преподнесли, показали нам семейные ценности, как они подобрали все эти локации. Я считаю, что этот фильм должен посмотреть как взрослый, так и ребенок. Думаю, там каждый найдет что-то для себя. Шахматные баталии, увлекательные мастер-классы и интерактивные онлайн-занятия. Таковы были будни юных интеллектуалов в летнюю смену «Гроссмейстер» в республиканском комплексе образования «Квант». В течение 5 дней ребята изучали шахматы под руководством опытных наставников. О финальном аккорде смены Турпалали Тайсумов.
Шахматы – это игра интеллекта, а еще эмоции и глубокое мышление. Проверить свои способности на доске с фигурами смогли молодые ребята в республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант». В течение 5 дней участники летней шахматной смены «Гроссмейстер» принимали участие в битве умов, а также онлайн-занятиях. По шахматам у нас круглогодичная программа Центра детей Ахмат и в том числе Центр творчества сферы. То есть у нас 2 программы, и они работают круглый год. То есть у нас может записаться любой ребенок, значит, посещать, обучаться и, соответственно, значит, гарантируем, что ребенок будет, значит, участвовать в разных конкурсах, чемпионатах и достигать какие-то результаты. Завершающим испытанием для юных спортсменов стал сеанс одновременной игры, где они попробовали себя в противостоянии с чемпионом Северо-Кавказского федерального округа по быстрым шахматам и блицу Ахмадом Бимиевым. По словам наставников игроков, это очень полезное занятие для укрепления ума, а также концентрации внимания. Дети занимались шахматами, готовились к турниру, выезд на международный турнир в Москву. Это основная была подготовка. Мы изучали очень много теории, сейчас будем практиковаться. А возрастной контингент это до 20 лет. В основном средний, вот дети у нас 12-13 лет участвовали. Именно те дети, которые у нас хорошо шахматы играют, занимаются, любят эти шахматы и готовы выступать и представлять нашу республику. Сами участники рассказывают, почему они выбрали именно шахматы в качестве игры. Некоторые ставят перед собой задачу победить на престижных соревнованиях мирового уровня, несмотря на юный возраст. Я играл дома на улице. Меня брат сказал: приди домой, давай шахматы поиграем. Я в этом момент не знал. Он сказал, что научит, и вот так я заинтересовался. Моя мечта – поехать на турнир всероссийский и чемпионат мира. Если верить в мечту и идти к ним, то можно. В завершении ребятам вручили сертификаты. 4 участника и наставник отправятся на суперфинал стран ШОС и БРИКС. Шахматная смена прошла в сотрудничестве с независимым консалтинговым центром «Информатио». Турпал Алита Исумов и Адам Юнусов. Вести. Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.